принимал участие в формировании отряда операторов беспилотных летательных аппаратов в Якутске. Были трудности с оформлением контракта, в общем-то. И вот где-то в марте только уже контракт был подписан. В конце марта уже выехал непосредственно в Хабаровск. В Хабаровске пробыл 2 недели. Ну и вот уже в конце марта в соответствии с приказом отправили сюда, в зону боевых действий. Сюда прибыл 1 апреля. И вот, считай, с 1 апреля я нахожусь сейчас здесь. Сколько у тебя? Да. Значит, с 1 апреля здесь получается, апрель месяц у нас прошел так, скажем, относительно спокойно. Была подготовка, были всего только пару боевых выходов. К сожалению, на одном из таких выходов у нас один человек получил ранение. Сейчас находится в госпитале, слава богу, восстанавливается. Опять же было какое-то затишье. И вот сейчас в последнее время только участились, пошла напряженная работа, по разминированию дорог, разминированию участков. Считай, ежедневно боевые группы выезжают на боевые задания. А я пока, честно говоря, поскольку еще мало имею опыта в разминировании и в работе с минами, со взрывчатыми веществами, поэтому остаюсь здесь пока в подразделении, в общем-то, за командира. Обеспечиваем жизнедеятельность нашего подразделения здесь. Строим землянки дополнительные, потому что штат у нас увеличивается, постоянно приходят периодически новые люди. Поэтому приходится строить новые землянки, обеспечивать их жильем. Все. Вот этим в основном и занимаемся. Сколько? Наши земляки из Якутии здесь тоже находятся с самого начала мобилизации. В общем-то, тоже побывали уже и в боевых ситуациях, и на боевых заданиях. У кого какие награды, точно никто даже сказать не может, и сколько. Командование обещает, что как вернуться в часть, там уже все вручат. Поэтому мне остается только догадываться. Парни имеют опыт. У кого опыт. какие заслуги. У ребят есть, боевые награды. Все. Еще раз повторяюсь, что участвовали и в боевых задачах, и в боевых выходах. Все. Нас из Якутии здесь 6 человек в этом подразделении. И, в общем-то, никому из наших земляков командования нареканий не имеется. Поскольку остаемся здесь, в основном наши земляки принимают участие в строительстве блиндажей. Их привлекают уже как специалистов, как опытных людей, уже для планирования, для планировки этих блиндажей, для проектирования. И с каждым разом все, проекты тоже меняем, совершенствуемся. Сейчас только закончили тоже один блиндаж, довольно-таки надежный, просторный. Сейчас еще машина работает, слышно, пока копает экскаватор яму для блиндажа. По обеспечению тоже хватает всего? Что касается обеспечения, продуктов здесь вполне достаточно. Раз в 2 недели, каждые 2 недели привозят продукты. Продукты хорошего качества, все, в общем-то, даже свежепроизведенные консервы. Тут выдержка у них не больше месяца, месяц 3. Все, я говорю, продукты свежие, в общем-то, качество консерв очень высокое. Тут и супы делаем из этих консерв, и соки у нас тут поставляют, и фрукты есть, даже можем угостить апельсинами. Все, иной раз не успеваем даже что-то съедать к следующему завозу. Все, собираем, передаем местному населению в качестве тоже помощи, в качестве взаимодействия, в качестве поддержания, так скажем, контактов с местным населением. Местное население тоже довольно-таки положительно к нам относится. Бывает, здесь тоже проходили на этих местах бои в свое время, поэтому приходят, сообщают, где нашли, где-то снаряды, где-то в земле под кустами лежат, остались. Приносят запалы от гранаты приносят, то есть
прятать у себя как-то даже не стараются, не пытаются, наоборот, скорее приносят, отдают нам. Все именно для уничтожения, для применения. Поэтому есть даже склад специальный, там все это дело собираем, складируем. Но все-таки Потом уже в саперы дальнейшем будем умеют. уничтожать. Отношения с местным населением тоже, что касается взаимодействия. Тут даже есть цеха, базы, где нам всегда обеспечивают и ремонт техники, и обеспечение водой чистой. Вот, в частности, вот сейчас находится вот душ построен, баня есть. Все это ежедневно просто приезжаем, все нам дают воду чистую, завозим сюда, здесь моемся. Все. Что касается питьевой воды, тоже вполне достаточно. Ну а если даже где-то что-то перерасход у нас по воде, так есть магазин, выезжаем в магазин, все приобретаем в магазине. Что касается финансового обеспечения, то есть оплата работы за службу, все, тут это все происходит своевременно. Даже более того, приказы поступают сверху, подготовить рапорта там, на оплату каких-то, значит, там, выходов там, или боевых там, напряженных дней. Вот этих. Все это проходит организованно, целиком. Все, поэтому недостатка, то есть жалоб на финансирование здесь у нас нет. Ну, немножко На о себе. обеспечение тоже. Ну, в Якутске чем занимался? Семья, дети. В Якутске я тоже находился на службе в свое время, там, до 2008 года. Там, с 2008 года ушел в запас, получается. 17 лет находился в запасе. Ну а здесь вот при встрече с командиром отряда беспилотных летательных аппаратов, там, операторов беспилотных летательных аппаратов, с этим командиром были знакомы с 17 года. Все, ну а тут здесь он, значит, его назначили сюда ответственным для формирования этого отряда. Опять же встретились. Все, пригласил меня для оказания помощи. И все, ну и потихоньку так, в общем-то, втянулся и принял решение, опять же, ехать сюда вместе с этим отрядом операторов беспилотных летательных аппаратов. Но решение командования было назначить меня замполитом в инженерно-штурмовую роту. Все, поэтому сейчас здесь наш, получается, отряд, наши специалисты, которых мы готовили, находятся сейчас в другом месте, там, где бригада формируется, то есть где бригада сама, бригада дислоцируется. Все, но периодически они тоже сюда приезжают для выезда на передовую, для выполнения боевых задач. Все, встречаемся, общаемся. Вот как и сегодня тоже собрались, вот все. Сами видите то, что якутян много в нашей бригаде служат, в различных подразделениях. Очень много. Все дружны. Все, да, друг с другом общаются, поддерживают контакты. Все. Если даже кто-то выезжает куда-то в отпуск на родину, все, передают ему там передачки, там, письма, еще какие-то там документы, кому нужно передать, все. В общем, отказов здесь нет никаких. Все, отношения со всеми между земляками, так скажем, отличные, дружеские, все поддерживаются. Что будешь делать на гражданке, когда победа будет? Ну, если так-то, честно говоря, я на гражданку, опять же, уходить не планировал. Да. Думаю, что останусь дальше еще, пока возраст позволяет, продолжу службу в вооруженных силах. Ну а так, вообще, конечно, по самой Якутии, конечно, скучаем. Там и семьи у нас, и дети. Пока я здесь находился, внук родился у меня. Так что тоже, если есть возможность, передайте привет моей семье. Камила, я тебя люблю, очень ценю. Спасибо за внука. Всем остальным, кто у нас остался в Якутии, кто до сих пор проживает, там все, за нас не беспокойтесь. Единственное, что мы просим от вас моральной поддержки. Ждите нас, действительно. Вернемся с победой.